Здравствуйте, ребята. Третий урок называется «Моя страна, мой город». Давайте попытаемся ответить на несколько вопросов. Из какой ты страны? Какая твоя страна? Я живу в Республике Казахстан. Моя страна большая и красивая. Как называется столица твоей страны? Столица нашей Родины – город Нур-Султан. Ежегодно 6 июля в Казахстане отмечается День столицы. Кто живет в этой стране? Представители каких национальностей? Сегодня в Казахстане, кроме казахов, составляющих 70% населения, проживают представители более 140 национальностей и народностей, и принципы толерантности возведены в ранг государственной политики. На каком языке говорят жители? Бұл елдің тұрғындары қай тілде сөйлеседі? Государственным языком является казахский язык. Мемлекеттік тіл қазақ тілі. Дегенмен әрбір ұлт біздің елімізде тұратын өз тілінде сөйлеуге құқығы бар өздерінің арасында. Какие достопримечательности есть в стране? Еліңізде қандай көрнекі орындар бар? Казахстан – крупная страна на стыке Европы и Азии, которая всегда с радушием встречает своих гостей, привлекает богатой природой и памятниками старины. В этой красивой и колоритной стране много веков гармонично уживаются сотни культур, национальностей, придающих ее облику уникальную многогранность. Достопримечательности Казахстана включают природные и рукотворные, исторические и современные памятники, которые сосредоточены на этих землях в изобилии. Одно из главных богатств страны – бескрайние степи, хранящие бесчисленные артефакты старины. Каждый находит, что посмотреть в Казахстане, открывая здесь для себя нечто новое и особенное. Например, монумент Астана, Байтерек, Хан Шатыр, мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави, космодром Байконур, музей первого президента Республики Казахстан, дворец независимости в городе Астане, дворец мира и согласия, спортивный комплекс Медео в Алматы и много других достопримечательностей. Қазақстандағы көрнекі орындар табиғи және қолдан жасалған түрлері де бар. Тарихи және қазіргі заманауи ескерткіштер де бар. Олардың Қазақстанның барлық жерінен тауып көруге болады, барып көруге болады. Какие национальные блюда готовят жители? Қазақстан тұрғындары қандай ұлттық тағамдарды дайындайды? Казахская кухня по-домашнему сытная, достаточно жирная, но все же по-своему вкусная. В этой стране любят и действительно умеют готовить мясо, выпечку и молочные продукты. Қазақтардың асханасы өте бай, әртүрлі. Мысалға, олар сүт өнімдері, ет өнімдері көп қолданылады. Расскажем, какие блюда стоит попробовать туристам в Нур-Султане и других городах Казахстана. Например, мы готовим национальные блюда бешбармак, казы, бауырсаки, кумыс и так далее. Какие есть интересные традиции? Қандай қызық әдет-ғұрыптар бар? Казахский народ имеет богатую культуру, в которой важнейшее место занимают национальные обычаи и традиции казахского народа. В них содержится вся вековая мудрость предков, их наказы, касающиеся буквально всех сторон и этапов нашей жизни, от рождения и до смерти. Здесь мы расскажем о самых популярных обычаях, традициях казахского народа, связанных с важными событиями в семье,
рождение ребенка, свадьба. Казахские обычаи и традиции шілдехана, бесік той, қырқынан шығару, тұсау кесу, ат қою, сүндетке отырғызу, жеті ата, құда түсу, келін түсіру, қыз ұзату и так далее. В твоей стране есть известные люди? Сенің еліңде атақты адамдар бар ма? Выдающиеся личности Казахстана, гордость народа. Это люди, деяния которых записаны в аналы национальной истории. Их имена – визитная карточка Казахстана. Благодаря их усилиям прошло становление государственности и независимости страны. Эти имена и достижения должен знать каждый казахстанец. Қандай қазақтың атақты қазақ халқына еңбек сіңірген, тарихында ұмытылмай есімі жазылып қалған қандай адамдарды білесіңдер, балалар? Вы их можете перечислить, имена известных людей Казахстана. Как называется твой родной город? Сенің қалаң қалай аталады? Или, может быть, ты живешь в селе. Сен ауылда тұруың да мүмкін. Сол ауылыңды, қалаңды айтып үйрен. Например, я живу в городе Алматы. В какой части страны находится город? Например, твой город в какой части страны находится? В Алматы находится на юго-востоке Казахстана. Алматы қаласы еліміздің оңтүстік шығысында орналасқан. Какой твой город, что там есть? Например, я живу в Алматы, и здесь в городе много достопримечательностей, и есть места, где можно проводить, отдыхать. Например, это спортивный комплекс Медеу, горнолыжный курорт Чембулак. Это можно отдыхать в парке. Интересно провести время в парке отдыха имени Горького и так далее. Где бывают жители в свободное время? В твоем городе где бывают жители в свободное время? Бос уақытында тұрғындар қайда барады сенің қалаңда? Например, интересно, можно провести время свободное в комплексе Апорт Молл. Это торгово-развлекательный центр и так далее. До свидания, ребята. До следующих встреч.